Здравствуйте! Начинаем урок химии для 10 классов. Тема урока – диеновые углеводороды, состав, свойства, каучук, природный полимер. На экране вы видите изображение обычных и необычных галош. Как эта картинка связана с темой нашего урока, вы поймете чуть позже. Из совокупности малых причин возникают великие следствия, говорил мудрец Ибн Хаким. Повторим изученный материал. Найдите ошибку. В первой формуле количество углеродов водорода у четвертого атома углерода не соответствует валентность. Соответственно, в названии допущена ошибка, потому что нумерация в данном веществе нужно начинать справа, так как с этой стороны ближе стоит двойная связь. И тогда название этого вещества 5,5-диметилгексен 2. Во второй формуле основная цепочка состоит из 4 атомов углерода, поэтому название 2,2-метилбутан, потому что гексан показывает название цепочки из 6 атомов углерода. Решаем задачу. Определить формулу органического вещества, если массовая доля водорода равна 12%, а относительная плотность паров по кислороду 2,125. Записываем дано. Относительная плотность, массовая доля водорода. Массовую долю углерода вычисляем. По условию нам сказано, что вещество состоит углеводород, соответственно, все, что осталось, относится к углероду. Массовая доля углерода 88. Находим малярную массу кислорода, так как относительная плотность была дана именно по кислороду. Решение. Находим малярную массу вещества, относительная плотность, умноженная на малярную массу кислорода, равно 68 грамм на моль. Значит, наш углеводород должен иметь формулу 68, массу 68 грамм на моль. Находим ню атомов углерода. Подставляем формулу, находим, что атомов углерода равняется 5. Находим количество атомов водорода по формуле, подставляем малярная масса, умноженная на массовую долю этого элемента и деленная на относительную атомную массу, равняется 8. Вычисляем малярную массу С5H8, равняется 68. Вычисленная малярная масса совпадает с первым значением, значит задача решена верно. Данная формула соответствует общей формуле CnH2n-2. Что же это за вещества? Алкадиены. Ди указывает на наличие 2 йен двойных связей. Диеновые непредельные углеводороды, в молекулах которых имеются 2 двойные связи и состав которых выражается общей формулой CnH2n-2, где n больше 3. По международной номенклатуре алкадиены называются так же, как и алкены, но только вместо окончания «ен» употребляется окончание «диен». Например, бутадиен 1,2. Правило номенклатуры. Главную цепь должна содержать обе двойные связи. Нумерация идет с того конца, где ближе кратная связь. Называют заместители и указывают атом углерода, от которого они отходят. Указывают название алкадиена и атома углерода, у которых образована двойная связь.
Изомерия алкадиенов бывает структурная, межклассовая, пространственная. Структурная делится на изомерию углеродного скелета и изомерию положения двойных связей. Межклассовая изомерия возможна с алкинами, пространственная цис и транс изомерия. Структурная изомерия. Изомерия углеродного скелета С5H8. Первая формула пентадиен 1,3. Изменяем структуру молекулы, то есть перемещаем крайний атом посередине. И здесь один единственный вариант – это 2-метил-бутадиен 1,3. У него есть другое название – изопрен. Изомерия положения кратных связей. Начинается с С4H6. Опять же рассматриваем пентадиен 1,3, переносим двойные связи в другие места, возможно, пентадиен 1,4. Обратите внимание, здесь возможно пентадиен 1,2. Межклассовая с алкинами. Пентадиен 1,3, пентин 1. Этот класс мы будем изучать чуть позже. Пространственная изомерия обусловлена невозможностью вращения при наличии двойной связи заместителей. Цис и транс. Напоминаю, цис изомер, если заместители находятся с одной стороны рассматриваемой плоскости, а их здесь можно увидеть две. Транс, если заместители находятся с разных сторон плоскости. Очень важна классификация в зависимости от взаимного расположения двойных связей. Диены с кумулятивными связями, диены с сопряженной связью, диены с изолированной связью. Диены с кумулятивной связью – это те диены, где двойные связи идут подряд, одна за другую. В начале, в середине, в конце не имеет значения. Например, пропадиен 1,2. Диеновые с сопряженной связью – это те диены, у которых двойная связь идет через один. То есть двойная, одинарная, двойная. И опять же не имеет значения, где именно они стоят, в начале или в середине или в конце молекулы. Диены с изолированной связью, если между двумя двойными связями две и более одинарных связей. Наибольшее значение имеют алкадиены с сопряженной связью. Двойная, одинарная, двойная. У таких молекул наблюдают sp2 гибридизацию. И обратите внимание, если длина связи у углерода в одинарных связях 0,154 нанометра, у двойных 0,134 тысячных нанометра, то при сопряженной связи длина связи меняется и становится 0,137 между двойными и одинарная связь 0,146 нанометров. То есть длина связи меняется, связи влияют друг на друга. Сопряжение – это образование единого делокализованного электронного облака в результате перекрывания негибридных p-орбиталей. Гибридизация для алкадиенов sp2 характерна, угол связи 120 и строение плоское. Дальше. Физические свойства. Бутадиен 1,3 или его еще называют дивинил. Это легко сжижающий газ с неприятным запахом, температура плавления минус 108,9 градусов Цельсия, кипение минус 4,5. Легко растворяется в эфире, в бензоле
но не растворяется в воде. 2-метилбутадиен-1,3, его еще называют изопрен. Это летучая жидкость, температура плавления минус 146, кипение 34,1 градуса Цельсия, растворяется в большинстве углеводородных растворителей, эфире, спирте, но не растворяется в воде. Подводим итог. Алкены нерастворимы в воде, хорошо растворимы в органических растворителях. От С2 до С4 это газы. От С5 до С18 это жидкости, и от С19 и выше это твердые вещества. Получение алкадиенов с сопряженной связью связано с именем академика Сергея Васильевича Лебедева. В 1927 году он разработал этот метод. Метод называется дегидрирование и дегидратация этилового спирта при пропускании паров спирта над нагретым катализатором. Эти две реакции идут одновременно. Две молекулы спирта одновременно теряют и гидроксильные группы, и атомы водорода. В качестве катализаторов здесь выступает оксид цинка и оксид алюминия. Реакция происходит при достаточно высокой температуре 450 градусов. В результате образуется алкадиен с сопряженной связью вода и водород. Уже после войны был найден более удобный и экономичный способ получения как дивинила, так и изопрена. Метод основан на каталитическом дегидрировании N-бутана, нормального бутана, или 2-метилбутана при пропускании их над нагретым катализатором. Обратите внимание, что для получения можно использовать как алканы, так и алкены. Реакция происходит в присутствии катализатора и температуры. Алкадиены – это ненасыщенные углеводороды. Поэтому для них, как и для алкенов, характерны реакции присоединения, включая полиприсоединение, а также реакция окисления, горения. Для диенов с изолированной и кумулятивной связью реакции протекают так же, как и у алкенов, но с каждой двойной связью отдельно. То есть, если реакция присоединения водорода, гидрирования, разрывается одна из двойных связей, и по месту разрыва присоединяется водород. Вторая связь тоже может разорваться, но это уже второй этап данной реакции. Основная особенность сопряженной системы заключается в том, что она реагирует как единое целое. Это можно проследить на примере присоединения бром-2 к бутадиену. Идет разрыв двух двойных связей. При этом присоединение галогенов идет по крайним свободным связям. Освободившиеся p-орбиталь второго и третьего атома углерода перекрываются друг другом, и в молекуле образуется π-связь, но уже в другом месте. То есть двойная связь как бы перескакивает. При действии второй молекулы брома присоединение к оставшейся двойной связи идет по обычным законам. Образуется дихлорпроизводная. Как правило, образуется смесь продуктов присоединения, и процентный выход продукта зависит от условий. Запомните, в диеновых с сопряженной связью, в которых двойные связи разделены одной простой, присоединение преимущественно идет в положение 1 и 4. Это гидрирование, галогенирование и гидрогалогенирование. Здесь тоже используется правило Марковникова, то есть водород идет к наиболее гидрированному атому углерода. Важной особенностью диеновых углеводородов, сопряженной связями, является способность полимеризироваться в каучукоподобные продукты.
В упрощенном виде реакцию полимеризации бутадиен 1,3 по схеме 1,4 можно представить следующим образом. Обратите внимание, здесь возможно цис и трансформа. Разрыв двух двойных связей при этом крайние свободные связи участвуют в полимеризации, освободившиеся орбитали второго и третьего перекрываются друг с другом, то есть двойная связь образуется в центре молекулы. А теперь немного истории. Мореплаватель Христофор Колумб оставил описание того, как туземцы островов Гаити играли с мечом, сделанным из загустевшего млечного сока – латекса. Каучуконосного дерева гивея. Это дерево растет в лесах Бразилии. Само слово каучук на языке индейцев обозначает као-чук – слезы дерева. Натуральный каучук обладает уникальным комплексом свойств: эластичностью, износоустойчивостью, клейкостью, водо- и газонепроницаемостью, хороший изолятор, растворимость в органических растворителях достаточно высокая. Недостатки: при высокой температуре каучук размягчается, а при низкой становится хрупким. При нагревании без доступа воздуха каучук распадается с образованием диенового углеводорода 2-метилбутана или изопрена. Каучук – это стереорегулярный полимер, в котором молекулы изопрена соединены друг с другом по схеме 1,4 с присоединением с цинс-конфигурацией полимерной цепи. Трансполимер изопрена тоже встречается в природе, но гораздо реже. В 1770 году английский священник и химик Джозеф Присли случайно обнаружил, насколько хорош кусочек каучука в стирании с листа бумаги карандашных линий. Так появилась резинка, латекс, ластик. История каучука началась, как ни странно, с детского мячика и школьной резинки. В 1821 году в Вене открылась первая фабрика изделий из каучука. Производилась обувь, верх которой изготовлен из ткани, пропитанной раствором каучука. Предприимчивые изобретатели пытались из каучука делать головные уборы и даже крыши фургонов. В Англии Чарльз Макинтош в 1823 году предложил класть тонкий слой каучука между двумя слоями ткани и из этого материала шить водонепроницаемое пальто. Их называли макинтоши. Чарльз Гульдир в 1834 году открыл процесс вулканизации резины. Процесс получения резины из каучука – это нагревание каучука и 2-3% серы. Атомы серы присоединяются по месту разрыва некоторых двойных связей, и линейные формулы каучука как бы сшиваются в более крупные трехмерные молекулы. Получается резина, которая по прочности значительно превосходит невулканизированный каучук. Если каучуку добавить 30% серы, то образуется эбонит. Он абсолютно не обладает эластичностью и представляет собой очень твердый материал. В наше время трудно представить, что в конце 20-х годов 20 века потребление каучука на одного человека в год составляло 50 граммов, а один автомобиль приходился на 3000 жителей. В настоящее время химикам известно более 25 тысяч видов искусственных каучуков, но промышленность освоила только сотни из них. Согласно статистическим данным, в 2019 году только для производства автомобильных шин было использовано 70 миллионов тонн резины. Достоинства резины:
одновременно является и проблемой, экологической проблемой. Высокая износоустойчивость обеспечивает высокой стойчивостью, 25. Достоинство резины одновременно является и проблемой, экологической проблемой. Высокая износоустойчивость обеспечивается высокой стойкостью к воздействию солнечного света, кислорода и растворителей. При этом разложение резины все так же происходит с выделением канцерогенных веществ – амины, бензпирены, фенолы. В Кыргызстане уже 7 лет существует предприятие по переработке резинотехнических изделий. На заводе старые автопокрышки перерабатываются и полученную резиновую крошку используют для оборудования футбольных полей, лестничных маршей. Из них делают травмоопасное покрытие и используется в качестве наполнителя для спортивного инвентаря. Дают вторую жизнь отслужившим изделиям. Это эко-решение, эко-проблемы. Но предприятие одно, а их нужно много. Хочу вернуться к словам мудрого человека Ибн Хакима. Из совокупности малых причин возникают великие следствия. Когда-то один внимательный человек заметил интересный материал. Другой любознательный обнаружил новые области применения, создание стирательной резинки. Затем думающие и ищущие улучшили материал, создали резину. Сейчас мы не можем представить себе мир без резиновых изделий. Я желаю вам быть внимательными, любознательными, думающими и ищущими, и вы сможете изменить мир. До новых встреч!